Подключиться к проекту «Великий Волжский путь» планирует Пермский край, Волгоградская и Астраханская области. Об этом заявили на заседании Комитета Государственной Думы по туризму и развитию инфраструктуры, в котором принял участие и глава Чувашии. Один из принципиальных вопросов – обновление устаревшего флота. Также необходимо построить порты, причалы, оборудовать дебаркадеры, провести берегоукрепительные работы. О перспективах проекта в следующем материале. Соглашение о развитии туристического маршрута «Великий Волжский путь» сейчас подписано между 5 регионами – Чувашией, Татарстаном, Марий-Эл, Самарской и Ульяновской областями. Задача к 2030 году – увеличить внутренний туристический поток. Если говорить о Чувашской республике, я, естественно, являясь главой республики, не могу не отразить наши, скажем, специфические особенности, которые будут также раскрываться в рамках реализации этого национального маршрута. Это, конечно же, прежде всего рекреационные ресурсы, которые будут способствовать лечебно-оздоровительному, экологическому, сельскому и детскому туризму. В этом году по Волге в Чувашию прибыло порядка 72 тысяч туристов. Ожидаемый туристический поток в Чувашию в 2024 году может составить до 500 000 человек. Большим спросом пользуются пассажирские перевозки на суднах «Валдай». Для формирования этого маршрута, и в том числе для повышения региональной привлекательности, мы у себя в регионе разработали программу реализации очень крупных инвестиционных проектов, которые, с одной стороны, позволят увеличить привлекательность региона в рамках реализации данного национального туристического маршрута. Это реконструкция Казанской набережной, реконструкция самого причала с тем, чтобы создать вокруг этого причала, прежде всего, нацеленного на качественное обслуживание пассажиров. Чтобы развивать перевозки по Волге, необходимо оборудовать плавучую заправочную станцию для судов в акватории Чебоксар, реконструировать инженерную инфраструктуру речного порта. Для дальнейшей реализации проекта нужна дорожная карта, отметили на заседании в Государственной Думе. Планируется создать судоходную компанию, учредителями которой станут регионы. Новая структура будет отвечать за расчеты, формирование трафика, пассажиропоток. Необходимо определиться и с финансированием. Львиная доля ляжет на федеральный бюджет. В рамках этого проекта мы посещали неоднократно Татарстан, Республику Татарстан. Также были весной в Чувашской республике, где нас радушно принимал Олег Алексеевич. Там тоже на площадках экономического форума мы поднимали этот вопрос. И все эксперты, все, кто имеет отношение к этому проекту, в общем-то, сошлись в одном, что проект имеет большой потенциал, он, можно сказать, естественно напрашивается на развитие. Первый шаг, который был сделан, это было подписание соглашения, о котором вы сказали на питерском форуме. И с этого момента, в общем, такая организационная работа, она началась. Параллельно, безусловно, вопросы, связанные с Большой Волгой, с участием, соответственно, всех рабочих групп. Конечно же, это должно быть поэтапно, исходя из тех возможностей, исходя из тех ограничений, в которых мы сейчас с вами существуем, безусловно. Но постепенно к этой теме надо приступать. И по результатам сегодняшнего нашего мероприятия, спасибо Комитету по туризму, что такую инициативу на себя взяли, нам нужно, мне кажется, просто сформулировать вот эту поэтапность с тем, чтобы министерства смогли вместе с нами уже скоординированно двигаться в этом направлении. «Великий Волжский путь» может стать прорывным проектом для туристической индустрии регионов Поволжья. Вместе с создаваемой инфраструктурой он позволит увеличить туристический поток, привлечь дополнительные инвестиции.